Құрметті Кәрім Қажымқанұлы, құрметті әріптестер, тұтастай бағдарлама қорытындысыз қатысқан 20 шілдедегі отырысында қаралып мақұлданды. Директорлар кеңесінің барысында берілген тапсырмаға сәйкес қор бағдарламаның жобасын Қазақстан Республикасы экономикалық даму және сауда министрлігіне енгізді. Оны кейіннен мемлекеттік органдар тұтастай пысықтады. Бұған дейін баяндалғандай, талдау нәтижелері бойынша қордың бірқатар еншілес және тәуелді ұйымдары іріктеліп алынды. Олар бірінші орналастыруға дайындық дәрежесіне қарай топтар бойынша бөлінген. Бірінші топ Қазтрансойл мен Кигок акционерлік қоғамдары, олардың IPO-ға шығатын мерзімі 2012 жылдың 2-3 тоқсан деп белгіленді. Екінші топ Қазтрансгаз, Самұрық Энерго, Қазтеңіз көлік флот акционерлік қоғамдар, олардың IPO-ға шығатын мерзімдері 2013 жылдары бағдарлама бойынша белінген. Және үшінші топ Қазақстан темір жолы, Қазтеміртранс акционерлік қоғамдар, олардың IPO-ға шығатын мерзімдері 2014-2015 жылдары болып белгіленген. Төртінші топ Қазмұнайгаз бен Қазатомөнеркәсіп акционерлік қоғамдары 2015 жылдан кейін IPO-ға шығатын болады. Фонд сейчас приступил к реализации двух главных практических задач. Первое, мы готовим нашей компании первого эшелона, это Кигок и Қазтрансойл, подготовки к первичному размещению акций в указанные сроки, то есть 2-3 квартал 2012 года. В настоящее время для своевременной реализации поставленных задач фондом был разработан детальный план, который утвержден, и мы уже приступили к его реализации. Основные этапы плана. Первый – это выбор и заключение договора с инвестиционным банком-консультантом для наших дочерних компаний. В настоящее время Кигок уже такой договор заключил, Қазтрансойл к концу сентября полностью выберет финансового консультанта и приступит к работе с ним. Второе. Проведение юридической комплексной проверки или due diligence. Мы планируем, что для двух компаний срок завершения будет в ноябре текущего года. Обе компании подготовят юридический due diligence. Решение единственного акционера о проведении IPO в отношении Қазтрансойла, предварительно это в Казмунайгазе, мы предполагаем в ноябре, в Кигок, АО Кигок в декабре текущего года. Четвертый этап – это начало маркетинговой кампании, то, о чем говорил Кайрат Ниматович, когда мы разделяемся, и Министерство экономики концентрируется на образовательной кампании, в то время как сам фонд концентрируется на раскрытии информации о компаниях для общественности. Мы планируем маркетинговую кампанию по Қазтрансойлу начать в декабре текущего года, по Кигоку в январе 2012 года. Регистрация изменений в проспект выпуска акций на Казахстанской фондовой бирже и в Национальном банке в Қазтрансойл в декабре текущего года, АО Кигок в мае 2012 года. Привлечение независимых директоров в Совет директоров – это необходимое требование для публичных компаний. После проведения IPO обе наши компании становятся таковыми, поэтому мы заранее должны привлечь независимых директоров. В Қазтрансойле и в Кигоке планируется в январе 2012 года. Завершение финансовой комплексной проверки – это в феврале 2012 года для Қазтрансойла с участием финансовых консультантов и для АО Кигок в августе 2012 года. Мы надеемся, что вся подготовительная работа позволит нам в марте 2012 года выйти на постановление правительства Республики Казахстан с условием по учреждению акций для обеих компаний, как для Қазтрансойла, так и для акционерного общества Кигок. И окончательное завершение процедур листинга, начало торгов акциями мы предполагаем АО Қазтрансойл в мае 2012 года, АО Кигок в сентябре 2012 года. Как уже отметил Кайрат Ниматович, сейчас нашим фондом совместно с Министерством экономики был подготовлен проект закона, который необходимо принять. Без его принятия невозможно будет проведение народного IPO. Коротко о содержании закона. Это в закон о рынке ценных бумаг мы вносим изменения в части улучшения порядка раскрытия информации, регулирования использования инсайдерской информации для дочерних компаний фонда. Налоговый кодекс в части освобождения граждан, принявших участие в народном IPO, от предоставления ежегодных деклараций, иначе, учитывая, что мы захватываем большую часть сельского населения, их незнание каких-то определенных процедур может вести к очень высоким штрафам, поэтому мы предполагаем предварительно их освободить от предоставления ежегодных деклараций. Закон об акционерном обществе в части распространения статуса публичной компании на компании кандидата IPO.
Очень важно внесение изменений в законы о государственной службе и о борьбе с коррупцией в части возможности государственных служащих принять участие в приобретении акций. Кайрат Нематович говорил о том, что было проведено исследование о потенциале рынка физических лиц, сколько физических лиц могли бы принять участие в программе IPO. Эта цифра очень чувствительна к количеству, к государственным служащим, которые потенциально имеют и знания, и возможность для участия в программе народной IPO. Если мы не примем, то, соответственно, спрос будет ниже. В Кодекс об административных правонарушениях, в Закон о Фонде национального благосостояния, в Закон о государственном имуществе. Без принятия соответствующих изменений в законодательстве проведение IPO будет невозможным.